Именно так сейчас выглядит берег реки Аса. Разбросаны мусор, разбитые бутылки и остатки еды. Состояние прибрежной зоны оставляет желать лучшего. Как известно, это делают никто иной, как сами жители республики. А убирать в итоге приходится как взрослым, так и вот таким вот малышам. Но так или иначе, оставлять после себя мусор на берегу реки Асы у отдыхающих уже вошло в привычку. Приезжие пропускают мимо ушей многочисленные просьбы местной администрации и жителей не портить экологию и не загрязнять реку. Убирать все это безобразие за локальными туристами приходится местным. А что еще остается делать? Им здесь жить. Проблемой окружающей среды прониклись и совсем юное население. Даже дети пытаются призвать к совести взрослых, которые, по всей видимости, забыли ее среди оставленного мусора. Я бы хотела обратиться к отдыхающим, чтобы они не оставляли за собой мусор. Потому что это единственное место, которое у нас есть в селе. В богоугодном деле по очистке прибрежной зоны принимает и маленькая Ясмина. Если более взрослые дети отдают себе отчет в том, что делают, и не ждут взамен похвалы, то малышка за свой труд ждет вполне заслуженную награду от папы. Папа мусор мороженецкий. Магомед Катиев – депутат сельского поселения Нестеровское. Он уже не в первый раз привозит свою семью для уборки прибрежной территории. По его словам, здесь летом купаются их дети. Они легко могут пораниться о разбитое стекло. Вот и приходится мешками собирать чужие бытовые отходы. Чтобы в неделю раз мы не убирали, такого не было. Мы собираем группами детей, футбольные команды, все кружки мы собираем. Мы выходим, и депутаты собираются, вот эту чистку делаем. Но мы не успеваем за всем этим республикой убирать. Местные это не оставляют, потому что это наши дети здесь ходят, наши дети здесь режутся. Мы знаем, что нельзя оставлять. А вот приезжие, это все после приезжих. Нам приходится каждую субботу, воскресенье нам приходится с администрации выезжать. Вот эту уборку делать. Просто по словам представителей Минприроды, в летний период бороться с теми, кто оставляет на местах отдыха мусор, не представляется возможным. Они не раз с депутатами и местной администрацией выезжали на место, но тщетно. ВОЗ и ныне там. Как отмечают экологи, вред наносит не только окружающей среде, страдают дети и животные. Хотел бы обратиться именно тем людям, которые приезжают сюда отдыхать, купаться, чтобы они не оставляли здесь именно стеклянные бутылки. После них остаются вот такие вот осколки, и дети очень глубоко могут пораниться, запаниковать, я не знаю, и потерять много крови, и может даже закончиться летальным исходом. И хотел бы обратиться к вам, чтобы вы не бросали здесь мусор. И также самое часто встречается это пластиковые пакеты, которые они оставляют после себя. Здесь наблюдается очень много домашнего скота, они съедают этот пластик и также могут умереть от этого. Проснется ли когда-нибудь совесть у тех, кто доводит берег реки до ужасного состояния – большой вопрос. Но так или иначе, администрация сельского поселения регулярно очищает прибрежную территорию реки Асы. Они же заботливо завезли сюда спиленные ветки, чтобы отдыхающие не рубили деревья для разведения костров и не трогали специально выставленные деревянные мусорные баки. Их, кстати, креативные отдыхающие тоже пустили на дрова. Мусорный бак هم إصبعان سيار جوه جواتش جان جوه جواتش مت جواتنا سبيسال ديان دا جانج دا يقن جانج حيا ندخش عدا قادروس أزودي هون داقوا جيهان قدر جيلي خير اللي على أقوس خارطة بقى أوتي الله تجي الله تجمريس صحش تحمر دقيقة سمعتهم وهو خدي اللي على خبيرش.
По словам представителя местной администрации, выход из этой ситуации только один – огородить прибрежную зону отдыха, выставить охрану и впускать только за определенную плату. Возможно, в этом случае отдыхающие смогут относиться более бережнее к окружающей среде. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.